Это программа «Будьте здоровы» и с вами ее ведущая Ирина Оренбургина. Как гласят известные изречения, дети – наше будущее, цветы жизни. Но, к сожалению, не каждому доступна эта радость – быть родителями. Виной тому ряд объективных и субъективных причин. Отрадно, что вспомогательные репродуктивные технологии не стоят на месте, и современная медицина может помочь решить эту проблему. Своеобразной терапией отчаяния является экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО. К ней прибегают в тех случаях, когда все другие способы лечения от бесплодия уже опробованы. Подробнее эту тему нам раскроет врач-акушер-гинеколог Диана Заманова. Корпоральное оплодотворение – это один из методов вспомогательных репродуктивных технологий, главной целью которой является лечение бесплодных пар. В результате женщины вынашивают здоровых, полноценных, умных детей. ЭКО проводится по определенным протоколам. Для начала обследуются оба супруга для выяснения причины бесплодия. Стоит отметить, что обследоваться необходимо как женщине, так и мужчине, потому что в наше время 45% бесплодия – это именно мужской фактор. После выяснения причины отбираются пары, годные к ЭКО. То есть ЭКО проводится только по определенным показаниям. Основными являются это абсолютное трубное бесплодие, то есть отсутствие обоих маточных труб в результате оперативного их удаления. Это иммунологическое бесплодие, это мужской фактор и бесплодие неясного генеза, то есть когда не удалось выяснить причину. После полного обследования женщине стимулируется овуляция. Затем созревшие фолликулы забираются через пункцию брюшной полости, оплодотворяются уже спермой либо мужа, либо донорской в лабораторных условиях, грубо говоря, в пробирке. И уже при условии удачного оплодотворения вносится в полость матки женщины. До недавнего времени процедура ЭКО была достаточно дорогостоящей и доступна была немногим парам. В настоящее время государство выделяет квоты, и пара может получить процедуру ЭКО по полису МС. С каждым годом количество их растет, то есть если в прошлом году это было около 1500 на республику, на следующий год планируется более 2500. Следует отметить, что, во-первых, эти беременности выстраданные, так как пары очень долго лечатся по поводу бесплодия. Речь идет даже не о годах, иногда десятилетиях. Поэтому женщины очень чувствительно относятся к своему состоянию, очень чуткие к каким-то изменениям в своем организме. Но мы всегда напоминаем, что такая беременность абсолютно физиологична, абсолютно нормальна. И дети ничем не отличаются, также здоровые, прекрасные, умные. Действительно, в наше время ЭКО не редкость. В мире появилось уже более миллиона здоровых ребятишек. В Сибае же их около 1000. Конечно, стопроцентной гарантии ЭКО не дает. Часто пары проходят по 3, 5, а то и больше процедур. Но радость быть родителями того стоит. Если вы уже являетесь счастливым родителем, не стоит забывать, что разнополые дети требуют к себе разного внимания, особенно в части половой гигиены. Сейчас вашему вниманию мы предлагаем рекомендации врача-акушера-гинеколога Людмилы Кувшиновой по половой гигиене девочек. У детей чаще всего в результате нарушения туалета половых органов наступают осложнения. Самое грозное осложнение – это помимо воспалительного процесса вульвита, это сращение половых губ. В этом году у нас каждая 10-я девочка в возрасте от 1,5 года до 3 обратилась именно со сращениями половых губ. Поэтому я хочу сегодня рассказать немножко, вкратце, как ухаживать за половыми органами, приходя из роддома. Вообще мамам советую, чтобы, находясь в роддоме, учились у медперсонала, даже спрашивали, как лучше ухаживать за девочкой. Девочек подмывать нужно всегда спереди назад. В день допускается смена пеленок или подгузников до 10-15 раз. Не рекомендуется использовать до 7-8 лет мыла. Все любые моющие препараты, гели, пенки, мыло, только даже допускается 1 раз в неделю, как банный день. После каждого туалета, когда ребенка подмоют, обязательно нужно
просушить, особенно паховые изгибы, места скопления потовых отложений, ну и все изгибы на теле. Нельзя использовать при уходе за девочкой растворы марганцовки, нельзя пользоваться присыпкой. Лучше использовать масла, растительные масла, лучше использовать пастеризованные. Это на водяной бане прокипятить пузырек с маслом, остудить его в течение 2 часов, и можно пользоваться спокойно в течение недели. Обязательно смазывать нужно не только место, где подмыли, обязательно рядом паховые изгибы. А места опрелости, если вдруг появились опрелости, чаще всего это бывает при неправильном ношении подгузников, опрелости, нужно обязательно смазывать детским кремом или бипантеном. Это кожа, кожные складки только. Сами слизистые, которые находятся на половых органах, лучше все-таки обрабатывать маслами растительными. Часто спрашивают в отношении пользования подгузников. Врачи все рекомендуют в течение 4 первых 6 месяцев пользования подгузников индивидуально. Если женщина после операции ослабленная, требуется хороший уход самой маме, поэтому пользоваться обязательно, желательно. А вот старше 6 месяцев необходимо уже отучать от подгузников и приучать к горшку. Где-то 1,5-2 годика девочка должна уже обязательно пользоваться, уметь проситься на горшок. А вот с 5-6 лет девочка должна научиться самостоятельно ухаживать за своими половыми органами, то есть подмываться, когда, как мама должна научить. Так как вот детского гинеколога, осмотр детским гинекологом не включен в обязательный осмотр комиссионный в месяц, в годик, когда дети осматриваются неврологом, лор-врачом, другими специалистами, узким хирургом, то гинекологу приходит обычно, когда в садик оформляется, 1,5-2 года. Вот этот момент упускается. Я поэтому призываю всех мам, если сами не могут, то прийти просто посоветоваться, показать. Мы всегда оказываем консультативный прием, не только ведь для лечения к нам обращаются. А вот синехия с ращением, помимо мочеиспускательного нарушения, приводит к тому, что девочки в будущем, это источник инфекции, это в будущем проблемы с рождением, с опущением, выпадением половых органов. Это изменение слизистой, которые приводят к атрофии. То есть девочка становится, половые органы девочки становятся как у взрослой бабушки, когда нет гормонов, никакой защиты, вымылась вся микрофлора. И с явлениями атрофии, дистрофии половых органов мы начинаем лечить, даже бывают консультации в республиканскую детскую больницу, потому что приходится применять многие сложные мази, в том числе гормональные. Это все только от того, что нарушен туалет половых органов. А на сегодня это все. Будьте здоровы!